Почтенный возраст. Журнал «Махдук» отмечает свое 80-летие. Это старейшее издание на остинском языке. Название журнала «Махдук» переводится как «Наша эпоха». Одной из своих важнейших задач в издании считают сохранение родной речи как основы культуры и идентичности осетин. Специально к праздничной дате коллектив литературно-художественного журнала выпустил праздничный номер. 302 страницы поэзии и прозы на осетинском языке. Как отметили юбилей, расскажет Аслан Бугазов. Поэзия и проза на родном языке – произведения, которые цепляют. Юбилейный номер журнала «Махдук» на 300 страниц. Над этим изданием коллектив редакции трудился с особым трепетом. «Наша эпоха», так переводится на русские названия журнала, должна быть настоящим отражением времени, говорят сотрудники издания. Так всегда и было. Правда, в последние годы соответствовать названию все сложнее. Молодые авторы на страницах «Махдука» появляются все реже. Есть целый слой молодежи, которые пишут на русском языке, осетинской молодежи. Мы бы хотели, чтобы они повернулись лицом к осетинскому языку, к нашей поэзии. Русских много интересных и талантливых поэтов, и они свою литературу в обиду никогда не дадут. Но осетин не так много, и мы должны продвигать свою литературу в первую очередь. Конечно, никому не запрещается писать и на другом языке. Это похвально тоже. Я тоже когда-то и пробовал и на русском писать. Это вопрос жизни не только журнала, всего осетинского народа, ведь национальный язык – основа культуры и идентичности осетин. Над сохранением этой основы в издательстве работают всего 7 человек. В небольшом коллективе почти домашняя атмосфера. Свой человек в творческой среде и бухгалтер Людмила Наибова. Она тоже старается участвовать в чтениях самых интересных рукописей, когда авторы приносят их в редакцию. Творческие люди, они, конечно, поцелованные Богом, как говорится. И невозможно, можно только самое хорошее взять от них и в жизни, и в творчестве. Наверное, чему-то и сама учусь, не только цифрам. Вот хочется идти сюда и делать что-то для редакции, для коллектива, для главного редактора, который очень хороший человек, и мы его очень любим. Сегодня сотрудники редакции журнала «Махдук» принимали поздравления с юбилеем. Письмо главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова коллективу издания зачитал заместитель министра культуры Валерий Салбиев. От главы республики он вручил юбилярам почетную грамоту и денежную премию. Зал, в котором прошло торжественное собрание, был заполнен. Сотрудников редакции поздравили и авторы, произведения которых публикует журнал. Публиковаться на страницах этого журнала – это огромная честь. И для меня, и для всех, кто удостоился этой чести. Потому что этот журнал – это наша история. Он останется в веках. Вот так же, как мы сегодня смотрим первые номера и трепетно перелистываем первые номера журнала «Махдук». Теплые слова в адрес сотрудников редакции прозвучали от читателей и таких заслуженных мастеров слова, как Камал Ходов и Нафиджу Сойтен. Сегодня желали творческого долголетия, достойной оценки труда и много всего хорошего. И все же лучшим для себя журналисты посчитали пожелание того, чтобы на столетие Махдука его читательская аудитория была существенно больше, чем сейчас. Аслан Бугазов, Ролан Баскаев, Вести Алания.